сказку детям перед сном? Дайте вспомню. Вот она, в старину в краю лесном жил козленок Бабана. Жил, смешил народ кругом, жил на выдумке мастак, и, учтите, был притом с бородой не просто так, а рога острей штыка, хвостик поднят, словно гвоздик, и 4 башмака, без износу на века. Дети козлика любили, дружбу с козликом водили, и зимой, и в летний зной всюду вместе с Бабаной. Если спросишь у козленка: кто, мол, ты, откуда, дескать, он в ответ заблеет тонко, на тебя посмотрит дерзко и, подпрыгнув на копытцах, так тебе ответит он: я рожден с врагами биться, я для подвигов рожден. Всем зубатым и рогатым, и медведям, и сахатым объявляю я войну, чтобы знали Бабану. Дело шло к началу лета. Возмужал, подрос козленок. Ох, какая травка в это лето на лугах зеленых! Поднабрался сил козленок, и тесны ему луга, и не мил родной поселок, манит храброго тайга. Что ж, совсем недолги сборы, глупо лить слезу, вот махну я через гору, и уже в лесу. Попадается зайчонок, и не раз судьбе, говорит: скажи, козленок, борода, зачем тебе? Бабана не растерялся, он ответ дает такой: вот, допустим, мне попался волк или зверь какой другой. Принимаюсь я за дело, убиваю зверя смело, освежаюсь водой, утираюсь бородой. Заяц встрепенулся, в бурый ком свернулся и, дыша едва-едва, молвил робкие слова: рога, зачем они? Отвечай же, не тяни. Удивился Бабана. Удивлению нет предела. Ты в уме ли, старина? Их-то и пускаю в дело, эти острые рога. Как завижу я врага, топнул он копытцами, не угодно ли сразиться? Но, подпрыгнув словно мяч, заяц тут пустился вскачь. Прочь, не чувствуя земли, ноги сами понесли. Несся заяц, с ним и слух. Что я видел, ох и ух! И по чащам, по хребтам, по гольцам, низинам, по изюбренным местам, по тропам, лосинам. Страшный слух прошел, по тайге, по дикой, враг в леса пришел. Бабана великий. Был тайги хозяином Мишка Тугоухий, но и он поверил в тайные слухи. Заревел медведь Верзила: ах, зачем в мои леса мне на горе злую силу вы послали небеса? Не смогу быть в битве зрителем, поднимусь навстречу. Ну, а если победителем рок назначит Бабану? И расплакался медведь. Волк случился тут: брось, зачем, сосед, реветь? Бабана нахал и плут. А не лучше ли нам пойти, Бабану скорее найти и зажарить на обед? Как ты думаешь, сосед? У медведя аппетит подлинно медвежий. Не мешало б, говорит, пищи самой свежей. И хоть страх прошел не весь, на душе светлее стало. Не один, товарищ есть, серый волк бывалый. И идут они тропой, рассуждают меж собой: этот козлик просто плут, нет у нас сомнений тут. А какие разговоры, а какие страсти! Вдруг, не может быть так скоро, смелый голос: вот, допустим, мне попался волк или зверь какой другой, принимаюсь я за дело, убиваю зверя смело, освежаюсь водой, утираюсь бородой. Поперхнулся волк бывалый. Вот каков он плут! С Бабаной шутить, пожалуй, не нужно тут. Но медведь набрался сил, хриплым голосом спросил: а рога, зачем они? Отвечай же, не тяни.
Удивился Бабана, удивлению нет предела. Ты в уме ли, старина? Их ты пускай в дело, эти острые рога. Как завижу я врага, и мотнул он головой. Вызываю всех на бой. Посмотрел медведь на друга, не узнал он волка. Не со злости, с перепугу тот зубами щелкал. Хвост поджал, он сам не свой. Боком, боком и в кусты. Что же, идучи на бой, так хвалился ты? Волк удрал, покинув друга, торопился очень. Поднял крик на всю округу. Мишка, что есть мочи, и бежал, бежать, бежать. Взял разбег он круто, километров 50 отмахал в минуту. Вечерком к себе в поселок воротился наш козленок. Как? Живой? Не съели волки? Дети рады без конца. Жив, конечно. Что за толки? Бабана во мне овца, говорит козленок детям. Убедился сам я в этом. И, усевшись на порог, расписал, как только мог, свой поход в тайгу на позор врагу. Дети весело смеялись, кувыркались, обнимались, тормошили Бабану. Молодчина, ну и ну! Перед их шумливым строем взад-вперед ходил героем. Поступь храброго видна наш козленок Бабана. Thank you.